Здравствуйте, в студии «7 дней плюс» человек, про которого говорят, что он родился в театре, и другой судьбы у него, просто не могло быть. Главный режиссер Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала Фарид Бекчентаев. Добрый вечер. Добрый вечер. Фарид Равкатович, вот этот театральный сезон вы завершаете триумфально. Вы привезли две золотые маски, ваш театр привез в Казань. Лучшим драматическим спектаклем страны признана постановка «Муть Мухаджиры». А у меня вопрос такой. Есть ли периодичность рождения спектаклей? Вот мы должны подготовить к следующему сезону новую работу. Или спектакли рождаются, исходя из творческой потребности автора? Дело в том, что если мы ведем речь о репертуарных театрах, то периодичность, она как бы неминуема, да, мы в конце сезона, даже в середине вот этого сезона мы уже определяем, какие будут спектакли, какие будут взяты пьесы, какие будут приглашены режиссеры на следующий сезон. То есть планируется, конечно же, заранее. Другое дело, что вообще заниматься репертуаром, это очень непростое дело. Конечно. Потому что нужно сохранить какой-то баланс, чтобы были там, и по жанру, и по жанрам. Вот, поэтому остается ли место для вдохновения? Как сказал Гёте, поэт, властитель вдохновения, он должен им повелевать. Поэтому я думаю, что в этом и своя сложность, но и в этом своя какая-то заслуга, как сказать, влюбляться в то, что ты делаешь. Все-таки Да. Вы влюбляетесь Конечно. в материал. Конечно, а иначе я его не смогу одолеть. Хорошо, сколько влюбленности в следующем сезоне возникнет на сцене театра Камала? Следующий сезон, скорее всего, будет непростым, потому что нам... У вас переезд. Да, у нас, скорее всего, произойдет переезд. Вот, поэтому, но мы уже запланировали. Вот я насчитал на сегодняшний день в папке театра 14, там и пьесы есть и прозаические произведения, 14. Новый театр строится под ваши задачи. Я имею в виду, условно, размер сцены, техническое оснащение, свет, звук, пространство. С согласованием, конечно же, с согласованием театра. Что хочется? Какие требования у вас были? Просьбы, пожелания? Нет, все началось с того, что вот это здание, в котором мы сейчас работаем, да, оно очень любимо зрителям, да, оно находится... Оно, как говорят, намоленное. Намоленное, да, хотя то здание, в котором работали мы до этого здания, тоже было намоленное. Мы переехали в это здание, оно стало намоленным. Вот. Но дело в том, что, надо говорить честно, это здание недостроенное. Там нет репетиционных помещений, там нету помещений для цехов, для создания декораций. Очень маленькие гримерные комнаты, там нет кондиционирования, нет. То есть оно для работы очень не созданы вот те условия. Конечно, часть зрительская, фойе, оно замечательное. А вот то, где происходит на самом деле рождение, действо само, вот там не все додумано, не все продумано, не все доделано. Поэтому, конечно же, когда мы обращались к руководству, конечно же, в первую очередь вот это. Сейчас все так продумано, как мне кажется, продумано все дотошно. И у нас будут и репетиционные помещения, у нас будет помещение для создания бутафорских, декорационные, сварочные. Это же целая машина огромная по созданию спектакля. Да, цех. Цеха, да, мебельный цех, в общем, сварочный цех. Тот, кто хоть раз пройдет по театру, мне кажется, для него будет полное открытие, потому что зритель видит как бы результат. Вот. А как это делается на самом деле, мало кто знает, мало кто понимает. А вот технически будет что-то новое
то, что можно применить в постановках. Я имею в виду, ну, Да, вот, да. то, что может стать экспериментальным даже. Ну, во-первых, у нас будет одна очень экспериментальная. Я думаю, что я не могу вспомнить. Наверное, есть в каких-то театрах во всем мире. Но мы придумали такой восточный зал. Мы придумали круглую сцену. Да, она напоминает немножко цирковую арену. Но это вот такое... Зрители будут вокруг. Да, вокруг. И более того, там одна часть стены будет открываться с видом на кабан. Ух. Да. Постановка уже есть под эту сцену? Ну, Вы уже знаете, что там будет? Ну, примерно, да. О чем эта история? А? О чем будет эта Ну нет, история? я не буду рассказывать. Она, конечно, будет связана с водой. Конечно, она будет связана с водой. Говорят, что искусство, оно немножечко опаздывает от жизни. Вот согласны ли вы с этим? Согласен. А насколько быстро театр... Вот почему согласны? И насколько быстро театр должен реагировать, может быть, на какие-то события? Вот. Нет, вы сказали искусство, но, понимаете, с одной стороны, если оно гоняется за тем, чтобы попасть в актуальную... Вот Тогда это всю, агитка. тогда он не успеет. Тогда он не успеет. А вот с другой стороны, у искусства какое-то мистическое, все-таки какое-то, ну, не знаю... Вневременность Оно иногда да? предсказывает то, что произойдет. Оно иногда очень часто. Но даже я могу какие-то примеры привести, я не знаю. Но даже то, что вот мы поставили Мухаджиры, видите, как все произошло. За 2 года до событий. Да, за 2 года до событий. О времени исхода. Потом, я помню, мы ставили спектакль «Мулла». Я взял в репертуар пьесу Туфана Минуллина «Мулла». И там очень такие какие-то... Это мистика, на самом деле это мистика, потому что по пьесе Туфана Минуллина Мулла, молодой, приезжающий в деревню, он все-таки побеждает, и там как бы все хорошо. А я с Туфаном Абдуловичем, когда я сказал, что я хотел бы эту пьесу поставить, я ему сказал, он говорит, хорошо, ставь. Я говорю, ну у меня только одна просьба, одно желание. Я хочу, чтобы в конце Муллу все-таки убили. Он говорит, зачем? Ну, без жертвы, я говорю, ну как бы не получится. Только жертвоприношение может как-то возродить что-то, да? Он согласился. И вот мы начали репетировать, а в августе произошло событие, когда, помните, да? Да, конечно. Вот. Что это было, я не знаю. Ну, очень много. И с «Черной буркой», когда мы ставили, тоже только мы начали как бы репетировать, произошли события в Беслане. Ну, это, я понимаю, что это, может быть, как-то привязывается искусственно, но все-таки у искусства вот есть какое-то такое, все-таки оно не работает только с какими-то сегодняшними земными такими бытовыми понятиями. Все-таки оно немножечко... Это общее какое-то поле, Оно немножечко... Ну, я сейчас скажу такую смешную вещь. Все-таки оно немножко как бы имеет отношение с космосом, будем так Да, говорить. с небом. С космосом. А вот как вы чувствуете, что взять в работу, от чего отказаться? Что отложить? Ну, по-разному бывает. Вот вы сказали, влюбленность должна быть. Нет, это потом, вот когда, это например... потом. Ага. Это потом обязательно, иначе без этого сложно работать. Ну как, по-разному бывает. Я же говорю, репертуарная политика, она какая-то такая, требует очень внимательного взгляда на все, что как движется даже взаимоотношения со зрителями, что происходит со зрителями. Мы делали в свое время опросы зрителей, и сейчас мы как-то внимательно следим, потому что сегодня это проще. У нас есть там в интернете всякие всевозможные каналы, где мы читаем отклики, где мы читаем какие-то рецензии. И поэтому, исходя из этого, мы понимаем, вот сейчас такой период, когда, например, нужно немножко облегчить репертуар. Да? Дать отдохнуть. Дать немножечко, да, не обострять то, что, может быть, и так уже чего достаточно. Поэтому много задач у театра.
А вот интересно, вот после пандемии, вот вы как подошли к репертуару? Он должен был быть легкий или наоборот? Потому что пандемия, говорят, одним из самых таких уставших времен для людей. Для многих кардинальным, потому что пришлось сидеть дома и обращаться к себе внутреннему. Поэтому я думаю, что нет, я вот сейчас вспоминаю, нет, как раз после пандемии-то мы и приступили к мухаджирам. Мне кажется, вообще период пандемии, он как раз, ну, я по себе, может быть, сужу, по своим каким-то близким людям, он позволил, он дал вот эту паузу для того, чтобы не передохнуть, а для того, чтобы как-то пересмотреть какие-то вещи. По полкам все вот расставить. Пересмотреть, да, что-то додумать. Появилось какое-то много свободного времени, от чего мы убегаем. Мы же все время куда-то бежим. Мы все время там, из Москвы приехал, я не люблю Москву. Почему? Ну, Суетная, это что-то суетная. ненормальное. Ну, не бывает так, чтобы люди постоянно бежали куда-то. Ну, это ненормально. А вот в Казани есть ваши любимые места? И вообще, может быть, какое-то место такой силы, которое вам дает вот как раз эту паузу и взаимодействие с, Казани? с метафизическими какими-то вот вещами? Надо вспомнить, потому что я вообще-то это тоже стараюсь в какие-то моменты, когда появляется какая-то пауза, уезжать в деревню, на родину отца своего, где у меня дом есть, вот, и там у меня место силы. А любимое время года есть? Зима. Да, зима все-таки. Вот мне сейчас вспомнилось одно из ваших интервью. Вы в детстве, вот говорили, что вы в детстве выглянули в окно, и там был снег. Да. И вы сказали, как много молока. Да, как много молока. Вот это чувство надо в себе как-то людям развивать, смотреть на обычный мир, ну, необычно, по-другому. Вы в себе это чувство развиваете, вот эту детскость? Ну, если бы все смотрели на мир... Тогда все были бы ну, тогда режиссерами, поэтами, да, творцами. Да, тогда как бы не нужно было ни театра, ни искусства, ну, как бы творчества какого-то. Тогда бы, ну, как-то все бы кричали, сколько молока. Ну, это чувство надо в себе развивать. Кому? Ну, человеку, который чувствует так, ребенку. Мы же не знаем, кем Дело он в том, что вырастет. все дети рождаются с таким чувством. Все дети рождаются гениальными, талантливыми. Все. Это я уверен в этом. А дальше начинается уже как-то по-другому все. Про взрослых, про ваших зрителей, которые приходят в Камаловский театр. Он, конечно же, ну, это общность. Там, мне кажется, все друг друга понимают. Вот в ваших стенах. Вот он чувствующий, вот родной, говорящий там, ну, на своем понимающем языке вашего театра. Вот в прямом, в переносном смысле. Как вы видите своего зрителя? Какой он? Какой он сейчас по возрасту? В каком статусе? С каким образованием? На каком языке он говорит? Ну, мне кажется, зритель должен быть разный. Ведь говорят, в театре толпа превращается в народ. Поэтому, мне кажется, одна из ценностей театрального какого-то действия, что большая группа людей, разных, совершенно разных, по профессии, по возрастам, по взглядам, и оно приходит в театр, и на какой-то, вот на 2-3 часа, там, на 1,5 часа, может быть, они как-то объединяются, они становятся единым целым. Их объединять начинает, ну, эмоции, чувства, смыслы. Хотя, может быть, они каждый по-разному воспринимать могут, но эмоционально они находятся в одном энергетическом поле. Вот об этом же мы говорили в интервью с Леонидом Леонидовичем Мясиным, хореографом, который поставил здесь балет «Зорба». Он сравнивает театр и церковь. Я спрашиваю, почему? Он говорит, говорит, церковь, люди идут с определенной целью. В церкви люди испытывают примерно одни и те же чувства. И
они чувствуют общность, то есть единица растворяется в большом энергетическом поле. В театре происходит примерно то же Да. самое. Зритель должен понимать, куда он идет, для чего он идет. Что вы хотите зрителю сказать? Нет, вот вы мне сказали, кажется- театр, он воспитывающую функцию, но Я не говорил. мне показалось. Я не говорил, что воспитывающий. Нет, А воспитать какую? невозможно. Какую Ну как это? функцию? Как это же не... Ну, нет, как это можно воспитать? Репертуаром своим. Но это другое. Спектаклями. Воспитать поколение людей, которые как бы приобщаются к театру. Это одно. Воспитать своего зрителя, приобщить своего зрителя. Это как паства, да, такая. Да. Вот. А во время спектакля кого-то учить, мне кажется, это только отпугнуть. И ни в коем случае нельзя учить. А тогда в чем задача театра? Ну, организовать, вести очень доверительный и не всегда простой разговор, диалог. С кем хочется говорить? С молодыми или с людьми, которые находятся с вами вот на одном каком-то определенном уровне? С умным, так сказать, собеседником своего статуса? Или Но это не вот всегда получается на одном уровне. И потом я не считаю свой уровень таким высоким, чтобы как-то так это все... сложным языком? Ну, слишком сложным языком С тоже. молодежью сейчас интересно говорить? С молодежью? Да. Ну, смотря с какой. Она очень разная. Я бы не стал вот так вот обобщать. Вот просто молодежь, она очень разная, очень разная, очень. Ну вот ваш зритель молодой, вот какого возрастной категории он? Я же я сказал, я зрители понимаю, разные, разные, но я сейчас понимаю, молодых разные. очень много. Я могу только на примере своих студентов, потому что каждые там 5 лет, 4 года я набираю курс уже в течение многих лет. И, конечно же, я наблюдаю, как они меняются, как они разные. И как приходят они очень разные. Они приходят вроде бы как бы с одной целью, но они абсолютно разные. У меня, например, пришла одна девочка поступать в театральное училище. Это среднее специальное заведение, это не высшее. Окончившая с самым высоким баллом, да, в школу. И она автоматически могла Да, без в ВУЗ, экзаменов ВУЗ. в Ломоносовку пойти. Мгм. Она приходит в театральное училище. Это была судьба ее? Я не знаю, будет у нее дальнейшая судьба. Я ей сказал, зачем тебе это надо? Ну иди, у тебя же все впереди. Ну нет, вот я хочу заниматься театром. Вот, ну вот как? Что это? Вот режиссер часто представляет в воображении людей человеком таким очень авторитарным, эксцентричным. Каким вы видите себя режиссером по отношению к актерам, к труппе, к постановщикам, к художникам? Вы авторитарный человек? Ну, по-разному бывает. Я не сказал бы, что я прям такой авторитарный, но я прежде всего предпочитаю вести, опять же, пусть это слово уже немножко повторяется, вести диалог и быть в диалоге и с актерами, и с создателями спектакля, не с актерами. То есть я люблю обсуждать, я люблю приглашать, то есть я люблю разговаривать, я люблю эту тему как-то совместно решать. Авторитарность, мне кажется, это не мое. Говорят, что у вас есть кольцо всевластия. Но это не кольцо всевластия. Расскажите об этом. Ну, это такая традиция передачи от одного, что это знаменитая история. Кариф, один из основателей татарского театра, и он передал это кольцо Фатыме Ильской, одной актрисе. Фатыма Ильская передала Рашида Зиганшина, директору Рашида Зиганшина, передала это Салимжанову, и Салимжанов, после ухода Салимжанова, это кольцо перешло мне. Вот. И, конечно же, я в самых таких моментах важных, ответственных, таких ритуальных, это открытие сезона, закрытие сезона, премьера, и обязательно это кольцо одеваю. Вы вот сейчас за руки, это психомоторика ведь, наверное, говорили о кольце и Да, стали... да, ну да, я же актер по первой профессии.
Поэтому все, что я говорю, мне как-то сразу переходит в пластику. На золотую маску брали кольцо всевластия? Не взял. Ага. Не взял. Потому что я поехал, как я еще шутил, ну что, говорит, вы за маской? Нет, я говорю, я поехал смотреть, как получают маски. То есть вот тут этот знак я решил его не использовать, потому что если бы он не получился, тогда бы... Да. Вы понимаете, да, что могло произойти? Ага, не работает. Работает Не лучше. работает кольцо. А насколько вот вообще мистицизм в вашей жизни играет роль? Ну, он играет, конечно, определенную роль. Мы сказали о спектаклях, которые отображали какие-то события либо в будущем, либо в прошлом, либо там в событиях каких-то людей. А вот что еще? Знаки вы видите, отмечаете, скажем так. Ну, я думаю, что знаки мы как бы сами для себя их Придумываем, да, обозначаем. да. Ну, может быть, не придумаем, они как-то, мы их ловим, мы за них держимся, они нам необходимы, эти знаки. Без них мы как-то не так уверены, они придают уверенность. Поэтому, с одной стороны, я гностик, а с другой стороны, я немножечко такой идеалист. Ну, вот это такое свойство двойственности, мне кажется, оно необходимо вообще творческому человеку. Вот про вас говорят, что вы рождены в театре, и, наверное, другой судьбы, наверное, не могло бы быть. Действительно, ваш путь был предопределен стать актером, стать режиссером, работать в театре? И Наверное, работали ваши родители? Мне часто задают, но я как-то никогда об этом не думал. Предопределено это или не предопределено. Ну, как-то вот так получилось. Ну, вы себя искали, вы занимались музыкой, играли в ВИА, вы занимались спортом. Вот каким, кстати, спортом занимались? Ой, Спортивной ну, школой. в юности все. Но я очень серьезно занимался гимнастикой, акробатикой, гимнастикой, разряды имел. Но это было где-то до 5 класса. Потом как-то перестал. А потом уже начались просто такие... То на борьбу записался. Потом года 2 я серьезно пытался заниматься горными лыжами. И до сих пор катаюсь. В этом тоже вдохновение? Полет? О, это неописуемо. Это не рассказать. Это не рассказать. Вот все-таки я вот выцепила то, что любит Фарид Бекчентаев. Но это не значит любит. Ну, не знаю. Что еще дает вот это вот удовольствие, полет, вот, я не знаю, ощущение детства, когда зима, снег лыжи. это молоко. Зима, лыжи, да. Да, вы правы. Зима, лыжи. И вообще снег, я когда приезжаю к себе в деревню, в Березке, я просто обожаю. Если, конечно, его не так много снега, но возиться со снегом. Убирать. Убирать снег, да. Какие еще деревенские работы любите? Ну, И дальше, любите ли их? Дальше Ну, уже, условно да, любите, дальше да. уже это не связано никак с любовью, это с необходимостью. Это с необходимостью. Но все равно я люблю это. Я люблю это делать. Косить траву, там, не знаю, полоть грядку, почему нет? В это время приходят мысли или это время такого паузы? Нет, ты отключаешься полностью. Пауза. Полностью отключение. Земля дает энергию? Дает, я Чувствуете? верю, что дает. Я верю, что дает. Надо отдыхать и так. Ну, я не думаю, что это отдых. Ну да, может такой активный отдых. Не могу не задать вопрос. Если бы не режиссура, если бы не вот этот творческий большой путь, я знаю и верю, что для творца это всегда очень и очень сложно. Это большая, огромная внутренняя работа. То кем бы вы могли бы стать? Ну, я, наверное, музыкантом стал бы. То есть Там- он далеко от творчества я бы вряд ли бы. Тогда инструмент какой бы, наверное, вам был бы ближе всего? Ну, я не знаю, там же было по-разному. В 6 лет мама меня хотела отдать в спецшколу при консерватории. Вот я не прошел экзамен. Почему? Ну, не знаю, вот не готов был, видимо, там нужна была подготовка, а я пошел без подготовки. Мама, видимо, решила, что слух у меня абсолютный, и так пойдет. А этого оказалось недостаточно. Нужно было знать
терцию, там, секунду, там еще какие-то вот эти вот понятия, кварту, вот там тебе отворачивают и нажимают, и говорят, это что, кварту? Я первый раз, короче, я не прошел. Вот. Потом с гитарой я готовился на гитару, на классическую гитару, и я как-то очень, я думаю, что я бы поступил, если бы к этому в этом году не отменили класс гитары. И, в общем, мне предложили на хоровой дирижерской, я почему-то решил, что... Вот у меня как раз, я сижу, слушаю и думаю, если бы вы стали музыкантом, то вы точно стали бы дирижером. Но на дирижерский вы я не отказался, пошли. да. Я сказал, это хоровой дирижерский, почему-то меня испугало хоровое. Какая мечта у вас есть? Есть ли она? Мечта большая. С мечтой не делится обычно, она как-то внутри сидит. Хорошо, с нами был главный режиссер Татарского театра Фарид Бекчентаев, обладатель театральной премии уже сейчас «Золотая маска», который мечты свои не раскрывает, но который умеет нас удивлять. Всего вам доброго.